Киев сможет ударить по Москве украинской ракетой. Зеленский рассказал, когда может уйти, а президент Казахстана заявил о непобедимости России. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Лукашенко заявил, что не хочет пулю в голову или ухо. Неожиданное признание и заявление из Минска, которое касается предстоящих так называемых выборов в Беларуси. Символ протеста – обувь. В Узбекистане люди стали на защиту водителя маршрутки, который резко раскритиковал власть. Что известно о новом флешмобе? Удар по Москве. Киев может дотянуться до российской столицы не американской, а украинской ракетой. Когда это произойдет и почему россияне запустили дроны по украинскому правительственному кварталу, где сидит Зеленский? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Трембитой по Москве. Украина уже разрабатывает и улучшает свою дальнобойную ракету, которая будет способна долететь до российской столицы. Ожидаемая дальность ее полета — 700 километров. Киев готовится к тому, что рано или поздно может остаться без американских ракет или же боеприпасов. Именно поэтому украинские разработчики модернизируют базовую модель Трембиты, которая сейчас обходится Украине в $10 тысяч и пока способна поразить цели на расстоянии лишь 150 километров. Об этом пишет The Telegraph. Украинская компания Pars, которая производит Трембиту, работает над более крупной версией с дальностью 700 километров, способной достичь Москвы. Эта версия, которая должна быть готова примерно через год, будет стоить больше $10 тысяч. Но все равно останется, вероятно, самым дешевым дальнобойным боеприпасом в мире. Для сравнения, одна ракета «Атакамс» стоит более $1 миллиона. Трембита не станет точным аналогом Атакамс, Storm Shadow или же Скальп. Она уступает этим ракетам по нескольким параметрам. А вот залп Трембит может быть эффективен, например, против крупных заводских комплексов, пишет The Telegraph. Но не справится с подземными командными бункерами, которые Украина поражала Storm Shadow. Тем временем российские дроны и ракеты с первых дней полномасштабного вторжения долетают до Киева. Недавний удар шахедом пришелся по правительственному кварталу, совсем недалеко от офиса украинского президента. Является ли целью Москвы Зеленский и что известно о модификации российских дронов? Об этом мы поговорили с бывшим сотрудником службы безопасности Украины Иваном Ступаком. Ну, смотрите, я не думаю, что хотели достать именно президента Зеленского. Ну, давайте, да, вот логично. С одной стороны, да, заявляли, что всю там верхушку, киевский режим, их нужно убрать. А с другой стороны, а с кем вести разговор после этого? Ну, логично. А если их убрать, то какая гарантия для Российской Федерации, что к власти не придет еще более радикальный кандидат, еще более патриотически налаштованный, вот настроенный патриотически максимально еще больше в Кубе. А вот то, что правительственный квартал, то, что хотели достать сердце Киева, которое мы прекрасно с вами знаем, оно оцеплено. Вот долететь туда и показать, что наши дроны могут залетать туда, тем более мы увидели, что новые беспилотники, мало того, что они оснащены шрапнелью, потому что болтики, винтики, шарики для поражения живой силы, так и они еще с комплексом, если не ошибаюсь, «Комета», который защищает этот беспилотник от воздействия украинского рэба. Зеленский рассказал, когда в Украине могут пройти выборы президента. Для этого в стране должны отменить военное положение, говорит украинский президент. Сейчас же, во время войны, выборы невозможны. Кроме того, согласно Конституции и всем законам, Зеленский по-прежнему вполне легитимно занимает свой пост. Об этом он лично заявил в интервью украинским журналистам. Кроме всего, ответил на вопрос, возможна ли смена власти уже в 2025 году. Ну, 25-й рік, якщо нам вдасться і ми зможемо отримати закінчення гарячої стадії війни в сильній позиції для України, якщо ми це зможемо зробити, у нас залишиться сильна армія, сильний пакет зброї, гарантії безпеки, то тоді це станеться. Після цього, в принципі, можна думати про те, щоби не було воєнного стану в Україні. А якщо не буде воєнного стану в Україні, то, в принципі, далі вже за парламент підтримує ту чи іншу дату виборів.
Мобилизация украинских мужчин в Польше стала одной из топ-тем в польских СМИ в начале января 2025 года. Бурное обсуждение вызвало письмо, которое опубликовало Управление по делам иностранцев. На листе А4, который получают украинцы, был текст с призывом прибыть в пункт мобилизации, чтобы в итоге отправиться на фронт. В случае, если вы не явитесь добровольно, потребуется принятие дальнейших мер для осуществления мобилизации, что может повлечь за собой правовую ответственность, включая ордер на арест и сотрудничество с соответствующими украинскими службами. В Польше уже заявили, эти повестки – фальшивки, и никто никого никуда не призывает приходить. Тем более Управление по делам иностранцев, от имени которого и рассылаются данные письма. Кто же стоит за рассылкой таких писем? Украина, где существуют проблемы с мобилизацией, или же это информационно-психологическая атака РФ в Европе? Этот вопрос мы также обсудили с бывшим сотрудником службы безопасности Украины. Украина не имеет юрисдикции проводить такие мероприятия на территории Польши, не имеет права рассылать ни повестки, вообще ничего, вот от слова совсем, вот просто не может и все. Никакие военкомы, никакой ЦК на территории Республики Польша не имеет права находиться и осуществлять какие-то репрессивные действия. Если польская сторона говорит, что мы к этому не причастны, то, соответственно, вывод простой. Это отсюда, это вброс со стороны Российской Федерации или в пользу Российской Федерации. Ее могли, конечно, сделать кто угодно, там, не знаю, жители Пуэрто-Рико, но конечным бенефициаром является Российская Федерация. Какая цель? Посеять панику, посеять смуту, посеять недовольство, посеять обиды среди украинцев на власти Республики Польша. Ах так, вы вот нас предали, вы нас хотите выдать на войну, мы будем бежать отсюда. Но я больше склоняюсь пока что, очень похоже на почерк ФСБ. Какого именно регионального управления, трудно сказать, но явно чувствуется, что ФСБшники работали. Президент Казахстана заявил, что Россия непобедима с военной точки зрения, а ситуация, которая сложилась в Украине, уникальная. Касым-Жомарт Токаев считает, что Киев не сдается и надеется избежать поражения. Токаев уверяет, что обсуждал Украину во время телефонного разговора с Трампом. Кроме того, президент Казахстана говорит, что страна не стремится быть посредником в возможных переговорах, но тем не менее выступает за начало диалога между Москвой и Киевом. Складывается особая ситуация. Россия непобедима с военной точки зрения, а Украина при поддержке своих западных союзников не сдается и надеется, по крайней мере, избежать поражения. Поэтому я сказал, что этот вопрос особенно сложен. Его решение зависит от воли лидеров двух конфликтующих стран и самого Трампа как лидера мировой державы. Разумеется, сложная ситуация на международной арене оказывает негативное влияние на наши торговые и политические отношения с отдельными странами. Токаев уверяет, что Казахстан сейчас выстраивает взаимовыгодные и прагматические отношения со всеми заинтересованными государствами. Отмечу, что это уже не первое заявление Токаева относительно так называемой непобедимости России. А что вы думаете по этому поводу? Поделитесь своей точкой зрения в комментариях под этим видео. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Лукашенко не хочет, чтобы ему стреляли в ухо или голову во время президентской кампании. Об этом он заявил на встрече с людьми, которых выбрал доверенными лицами в преддверии очередного спектакля, который в Минске называют выборами. Непризнанный глава государства назвал выборы в США американским шоу и выразил надежду, что он не станет мишенью, как Трамп. А выборы в Беларуси должны быть не шоу, а праздником, без лишней критики. Кроме того, Лукашенко по сей день задается вопросом, а нужны ли на выборах, на которых он сам себя переизбирает, зарубежные наблюдатели, которые должны следить, соответствуют ли выборы международным демократическим стандартам. Надо с Центральной комиссией еще раз встретиться, определиться, будем ли мы приглашать этих иностранцев на выборы. Все говорят, да не надо, они ясно что скажут. Не знаю, я думаю, что есть и другая точка зрения. Приедут, пусть едут эти все западники. Не приедут, значит не приедут, это их право. Я думаю, что в нынешней кампании, исходя из того, что происходит, нам надо подумать серьезно, есть ли смысл нам от чего-то отказываться. Приходите, смотрите.
В Демсилах Беларуси, напомню, считают, что Лукашенко украл право выбора у белорусов. Избирательная кампания проводится в ситуации глубокого политического кризиса. Лукашенко незаконно удерживает власть путем репрессий против белорусского общества, опираясь на поддержку Кремля. Кроме того, представители Демсил требовали, чтобы выборы в Беларуси прошли в соответствии с международными стандартами ОБСЕ и под контролем наблюдателей. Иначе это не выборы, а безвыборы и имитация. Граждане Узбекистана запустили масштабный флешмоб в поддержку Гайрата Дустова, мужчины, который стал популярным после видео с критикой властей и которого за это арестовали на 15 дней. Символом флешмоба в соцсетях стала изношенная обувь. Люди фотографируются с парой туфель либо же кроссовок, показывая состояние этой обуви. Причина проста. В эмоциональном заявлении водителя из Ташкента, которое касалось ограничения работы газозаправочных станций в стране и как результат невозможности полноценно работать водителем маршруток и зарабатывать, Гайрат Дустов показал свои протертые кроссовки. Посмотрите, уважаемые руководители, вот в чем я хожу. В доме нет нормальной еды. Каждый день больница, у меня в семье инвалид. Ночью я сплю у заправки. Где здесь правда? Даже покойник не стал бы носить такую обувь, понимаете? Что вы делаете, подлецы? Куда смотрит президент? Куда смотрит его окружение? Возьмите автомат и расстреляйте всех. Что это за абсурд? Напомню, в начале декабря в Узбекистане на работу газовых заправок ввели ограничения. В Минэнерго тогда объяснили, вырос спрос на электроэнергию и газ из-за похолодания. Упало давление газа в трубопроводах. В приоритете оказалась подача газа в жилые дома и соцобъекты, а не заправки и автомобили. А что вы думаете о такой поддержке водителя, не побоявшегося высказать свое недовольство? Напишите также об этом в комментариях. Арест президента не состоялся. В Южной Корее следователи Государственного антикоррупционного агентства, которые пришли в резиденцию Юн Сок Йоля с ордером на его арест, ушли ни с чем. Служба безопасности главы государства не дала арестовать президента, а его представители заявили о незаконности такого ареста, ссылаясь на то, что Юн Сок Йоль до окончания рассмотрения дела Конституционным судом об импичменте является временно отстраненным и сейчас находится под защитой службы охраны президента. Свидетелями попытки ареста стали граждане республики, которые поддерживают Йоля. Я здесь перед официальной резиденцией, чтобы спасти нашу страну от кризиса. Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников пытается арестовать президента незаконным, а не законным способом. Поэтому я пришел сюда сегодня, чтобы предотвратить это. Напомню, что в середине декабря парламент проголосовал за импичмент президента Южной Кореи. Голосование провели после того, как Юн Сок Йоль объявил о введении военного положения в стране, как заявлялось, ради борьбы с внутренними сторонниками КНДР. Тогда оппоненты назвали такие действия злоупотреблением властью и попыткой мятежа. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.